О самых заметных событиях среды 1 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Дорога в город по воде открыта. Между райцентром Ленского района и поселками Витим и Пеледуй курсирует судно «Полесье». Как изменились тарифы? Проблемный вопрос. Обращение с твердыми коммунальными отходами в республике обсудили депутаты Илтумен и министерства. Какие решения приняли? Под крышей заботы. Дети – это самое ценное, что у нас есть. Минстрой Якутии присоединился к благотворительной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей. История маленькой девочки на больших экранах. Премьеру мультфильма «Кындыкан» сегодня провели в Якутске. Сокровища Третьяковской галереи. Известные работы Айвазовского, Репина, Тропинина теперь представлены в Национальном художественном музее республики. Срок полномочий губернаторов и региональных парламентов составит 5 лет. При этом губернаторам разрешили избираться более чем на 2 срока подряд. Такие положения нового закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России вступили в силу сегодня. Новый закон установил равные 5-летние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Также снимается запрет избираться более 2 сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов. Дожди тем временем обеспечивают спокойную обстановку с лесными пожарами в регионе. Об этом на брифинге сообщил первый зампредседателя Госкома БЖ населения Якутии Иннокентий Андросов. После звонков от глав поселений в районах стало понятно, что дожди идут практически повсеместно, поэтому можно говорить, что система искусственного вызова осадков работает эффективно. Лесных и ландшафтных пожаров в республике на сегодня нет. Пожар, который я говорил в утреннее время, это в Ленском районе на границе Иркутской области, Республики Саха-Якутия, уже идет согласование комиссии по чрезвычайным ситуациям на приостановление данного пожара, потому что там естественные преграды, и он в дальнейшее развитие по территории не может взять. Поэтому сегодня вот такая спокойная картина. Что касается обстановки на реках Якутии, то она тоже спокойна. Об этом также сообщил на брифинге Иннокентий Андросов. Боковые речки от реки Колыма на территории Магаданской области дают много воды, поэтому в ближайшие дни подтопление взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка сохранится. При этом уровни воды там могут вырасти. На реке Лени спокойно, ледоход постепенно уходит в сторону моря. Повышение уровней воды не отмечают. Мы сегодня, заметили, наверное, тоже это интересно, да, боковые реки Колыма на территории Магаданской области опять же дают подъем воды. Поэтому то, что я сказал о том, что через 2-3 суток взлетно-посадочная полоса на реке поселке Зырянка уйдет, этого, однако, не будет. Вода еще продолжится повышением уровня поселка Зырянка. Это как бы сегодняшние новости. На реке Лена пока никаких проблем, ледоход на низких уровнях уходит в сторону моря. С прошлой недели начались пассажирские перевозки по воде в Ленске. Между районным центром и поселками Витим, Пеледуй курсирует судно «Полесье». Тарифы, как и в прошлые годы, с субсидиями. Жители Наслегов всегда с нетерпением ждут лета, когда можно выбраться в город по делам, рассказывает Светлана Балеева. Иван Пушнин возвращается домой после окончания учебного года. Молодой человек проживает в Пеледуе, а учится в Ленском технологическом техникуме. Ежегодно он уезжает в город в сентябре, а возвращается домой в Пеледуй в мае. Признается, что очень удобно и недорого обходится ему дорога в обе стороны на Полесье. Сегодня я поехал на каникулы домой, потому что экзамены все сдал. И вот так приезжаю на учебу только. На Полесье более комфортнее и быстрее намного, чем вот на такси. На такси намного дороже, тут хоть и дешево и выгоднее намного ехать на Полесье.
Студентов в этот период здесь предостаточно. Да не только их. В день нашей съемки зал ожидания заполнен был полностью. Тут и вахтовики, возвращающиеся с работы, и пожилые люди с приема у врача. Кто-то посещал районный центр по делам. Благо, возможность теперь есть у каждого. Тарифы в этом году выросли, но незначительно. Направление так и остается востребованным. Скажите, вообще пользуется спросом вот эти периоды? Очень, да. Особенно июнь, июль, август. В принципе, сентябрь тоже как бы. Очень много народу, полные посадки. Бывает очень часто. На Витим сегодня ходит 3 Полесья. Отплывает теплоход от пристани в 3 часа дня. До места назначения идет 3,5 часа. Сбоев в работе не возникает. Капитан рассказывает, что работают как часы. Все по расписанию. Теплоход у нас в Полесье. Выпускался в городе Гомель, Белоруссия. Двигатель российский, «Звезда», Санкт-Петербург. Так что у нас проблем с запчастями, что вот сюда импорт, как сейчас там закрыли, санкции ввели. Санкции нас не касаются. Со 2 июня Полесье начнет курсировать еще по одному маршруту до Алекминска. По этому направлению теплоход будет ходить по четным числам месяца. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Завоз жизнеобеспечивающих грузов в Вилюйскую группу районов в период навигации сегодня обсудила межведомственная рабочая группа. Вследствие маловодья на Вилюйском водохранилище ограничены судоходные пропуска. Так, проблемы возникают возле Сунтара и Нюрбы, где каждые сутки уровень воды на Вилюе падает на полметра. А в этот период по реке уже планировали завозить 80 тысяч тонн грузов, в том числе топлива, угля и газоконденсата. Поэтому на совещании обсудили сроки и объемы холостых сбросов воды с Вилюйской ГРЭС. Если слишком много воды сбросим, то получается нехватка энергоресурсов для работы Вилюйской ГЭС в летний и осенний период. Если не хватает водных ресурсов, то мгновенно получается прекращение подачи электричества в Вилюйскую группу полусов, Ленской, Алекминской и Алросы. А вторая, проблема, если мы не сбросим водные ресурсы, то получается мы не доставим жизнеобеспечивающие груза в Вилюйскую группу полусов. По опыту я говорю, что мы обычно начинаем сбросы с 4 июня по максимум 16 июня для благоприятных условий прохождения судов. А объем бывает разный, но с натяжкой мы можем в этом году 0,9 кубокилометров или 1 кубокилометр максимум можем. Сейчас мы будем решать этот вопрос. Реализацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике обсуждают депутаты и органы власти. Основные проблемы обозначил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Так, в числе прочих, прозвучали вопросы о механизмах вывоза отходов и отсутствии оборудованных мест накопления ТКО. Продолжит Сарглан Неустроева. По статистике, лишь четверть содержимого стандартного мусорного мешка – это пищевые отходы. Все остальное – пластик, картон, бумага и стекло – поддается переработке. Но большинство людей об этом даже не подумает, ведь намного проще выкинуть мешок в контейнер и вернуться к своим привычным делам. А между тем, именно сортировка и переработка ТКО является одной из национальных целей развития страны до 2030 года. Этому должна была способствовать так называемая мусорная реформа, которая стартовала в начале 2019 года. Однако до сих пор остается много нерешенных вопросов по реализации проекта, в том числе и в Якутии. Можно отметить низкий уровень собираемости, из-за чего там региональным операторам не хватает денег, на функционирование. Отсутствие, нехватка специализированной техники, отсутствие и недостаточность оборудованных контейнерных площадок в муниципальных образованиях. Ну и самое главное, это у нас отсутствие нормальных объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами. Полигоны, сортировочные станции и так далее. Сегодня на территории республики не действует ни одного завода по переработке вторсырья. До недавнего времени его приходилось вывозить за пределы региона. Занималась этим якутская экологическая компания под руководством Сергея Петрова, предпринимателя и экоактивиста. И вот совсем недавно компания начала перерабатывать пластик в полноценные изделия. Данное оборудование мы запустили примерно месяц назад. Это результат совместной деятельности Якутской экологической компании и регионального оператора по центральной зоне Якутской Кассети.
На сегодняшний день мы можем перерабатывать до 20 тонн пластика примерно. Не завод, конечно, но начало положено. Здесь стоит отметить, что даже сбор вторсырья компании дается нелегко. Культура сортировки ТКО в Якутске только-только приспосабливается. В свое время компания работала практически себе в убыток, а уже сегодня они производят до 50 квадратных метров тротуарной плитки в день. 3 типа тротуарной плиты: ромб 33 на 33, евробрусчатка, тротуарный бордюр и скамейка. Скамейка – вот это самая наша гордость, это самое интересное изделие, на наш взгляд. Все изделия состоят на 30% из пластика, и остальное – это 70% песок обычный речной и немного красителя. Со слов представителей Министерства ЖКХ Республики, с появлением сортировочных станций в крупных городах региона ситуация с мусором немного изменилась в лучшую сторону. Тем не менее, для того, чтобы мусорная реформа по-настоящему заработала, банально не хватает денег, а создание всех необходимых объектов требует больших капитальных вложений. Саргалана Неустроева, Светлана Амосова, Якутск. Квиз по охране труда и промбезопасности. В интеллектуальной игре «Алроса» приняли участие 8 команд от всех структурных подразделений из Мирного, Айхала, Удачного и Ленска. Они проверили свои знания, заодно вспомнили золотые правила. Без сопровождения. Да, стропа не должны висеть. Выявить на картинке все нарушения по охране труда за 1 минуту удалось не всем. В интеллектуальной игре «Квиз» по охране труда и промбезопасности приняли участие 8 команд со всех структурных подразделений «Алроса» – Смирного, Айхала, Удачного и Ленска. Они проверили свои знания, заодно вспомнили золотые правила охраны труда. Очень интересный вопрос. Нам не хватило времени, минута очень быстро полетела. Мне кажется, мы не успели все отметить, хотя заметили. А так вопросы сложные? Ну, пока не в игровой форме. Наоборот, очень интересно и сложность незаметна. Надеюсь, мы выиграем. Профалмаз профсоюз вместе с Управлением промышленной безопасности «Алроса» ежегодно проводит месячник по охране труда. Его цель – повышение уровня культуры безопасности на рабочем месте всех без исключения, от рабочего до руководителя. В рамках месячника на всех производственных площадках прошли круглые столы, семинары, обучение. Ранее проводилось тестирование по охране труда среди всех работников компании. Оно также было направлено на выявление уровня знаний работников в сфере профессиональных рисков, в сфере требований охраны труда. Впервые участвовали дети членов профсоюза «Профалмаз». В конкурсе рисунков «Что такое риск» глазами детей жюри оценивало около 70 работ. Участники старались отразить в рисунках то, что им рассказали родители о своем предприятии. Всем участникам конкурса вручили памятные подарки, а вот победителям достались смартфоны, планшеты и беспроводные наушники. Мы бы хотели, чтобы сотрудники и их дети, так скажем, больше узнали, углубились в тему, чтобы дети могли оценить, идентифицировать риски, тем самым, так скажем, взращивать культуру безопасности уже с малых лет. Дети выразили свое видение не только на производстве, но и также и в домашних условиях, значимость охраны труда. Мы видим, насколько важно отношение детей к охране труда и поддержка родителей в этом направлении. По итогам месячника наградили и взрослых. В командной игре «Квиз» победу одержали сотрудники ОМТС. На втором месте Удачненский ГОК. Чуть отстали сотрудники Вилюйской экспедиции. Также озвучили имена победителей тестирования по охране труда. 10 человек получат ценные призы. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». 1 июня – это долгожданная дата с добрым праздником, который стал уже традицией. В перинатальном центре Якутска торжественно выписали новорожденных. 15 счастливых мам и младенцев пришли поздравить почетные гости, творческие коллективы и, конечно, самые родные и близкие. Матерям вручили памятные подарки. В этот день домой отправились 15 малышей, 9 мальчиков и 6 девочек. В перинатальном центре уже сегодняшний день почти 4500 родилось уже, поэтому рождаемость у нас чуть-чуть повышается, чем по сравнению с прошлым годом. И здесь все условия в перинатальном центре имеются. И согласно указу главы Республики Саха Арсения Сергеевича Николаева, есть социальные выплаты, которые поддержка семьи нашей республики. Поэтому сейчас действительно та
помощь нашим семьям. Все проводится нашим правительством и всеми медицинскими учреждениями. Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. Минстрой Якутии присоединился к благотворительной акции «Под крышей заботы», приуроченной к Международному дню защиты детей. Так отремонтируют помещение абилитационного центра «Особый ребенок». Подробнее в материале Валерии Наумовой. Акция «Под крышей заботы» охватывает всю Россию. В стороне не осталось и Министерство архитектуры и строительного комплекса республики. В рамках мероприятия Минстрой Якутии помог автономной некоммерческой организации «Абилитационный центр «Особый ребенок». Как только мы с коллегами узнали, что проводится такая акция, активно подключились сотрудники министерств, сотрудники подведомственных организаций за счет личных средств, скинулись, приобрели необходимые материалы и заказали работы по ремонту входной группы, основного входа, запасного входа и по ремонту потолка. Абилитационный центр «Особый ребенок» – единственная подобная организация в нашей республике. Она была учреждена в апреле 2013 года по инициативе родителей, воспитывающих детей с аутизмом. Центр охватывает все возрастные группы, начиная от детей дошкольного возраста, заканчивая людьми 18+. В центре проходят консультации специалистов-дефектолога, логопеда, медицинского психолога, а также проводятся индивидуальные занятия для дошкольников, групповые занятия для детей старшего возраста и семинары для родителей. Все наши проекты мы проводим с помощью грантов. Так как у нас нет постоянной поддержки, мы всегда пишем гранты, участвуем в конкурсах и ищем спонсоров. И сейчас мы провели в этом помещении ремонт, но у нас средств не хватило, и на нашу просьбу помощи доделать ремонт откликнулось Министерство строительства Республики Саха-Якутия. Целью организации является содействие психологической и социальной адаптации детей с аутизмом и другими нарушениями психофизического развития, оказание помощи родителям по вопросам содержания, воспитания и обучения такого ребенка, формированию гармоничной личности. Прежде всего, это, конечно, социализация. Социализация – это как люди, которые живем в обществе, это очень важно. А в семье все равно полноценно мы не можем получить социализацию. Детям очень важно общаться с ровесниками, и поэтому нам очень здорово помогают занятия. Помогает собираться, сосредотачиваться на каких-то задачах и получаем необходимые жизни навыки. Это тоже очень важно для нас. В целом для детей дошкольного возраста с аутизмом отсутствуют специализированные группы в детских садах города Якутска, что и способствовало открытию центра для детей с расстройствами. Стоит отметить, что и родителям, у которых появился ребенок с нарушениями развития, часто не хватает знаний о его особенностях, возможностях реабилитации, правах и интеграции в обществе. В центре родители могут получить психологическую и юридическую консультацию, а также обсудить с педагогами план занятий с ребенком дома. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. С заботой о детях еще одну акцию провели в Якутске к Международному дню защиты детей. Это информационно-разъяснительная работа для граждан с детьми по вопросам обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Организаторы акции подробно рассказали посетителям, какие услуги могут получить маломобильные граждане, временно нетрудоустроенные, а также матери в отпуске по уходу за ребенком. Очень хорошо, что проводятся такие акции, удобно. Допустим, есть вопросы какие-то возникают, что вот сейчас я подошла, и мне все объяснили, рассказали. Тут очень много вопросов, касаемых социальной именно работы, именно по инвалидности, допустим, детей, по рождению, по пособиям. То есть очень хорошо, что проводятся такие акции. Хотелось бы, чтобы проводились они почаще. Также в честь Дня защиты детей праздничную подсветку включат на якутской телебашне с 22 до 23 часов. В честь детей и их родителей подсветки также зажгут Останкинская башня в Москве, телебашни РТРС в Туле, Грозном, Костроме, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Саранске и в других городах.
Уникальный борцовский турнир «Кубок трех долин» провели сегодня на Комсомольской площади столицы. Его посвятили Дню защиты детей и столетию СССР. В турнире приняли участие лучшие борцы Якутска, Намского и Хангаласского районов. Команды показали высокую готовность, умение, мастерство и спортивный настрой. Лучшие получили денежное вознаграждение от администрации улусов и мэрии столицы, а болельщики и зрители увидели искрометную борьбу будущих чемпионов. Также, по словам организаторов, турнир может стать ежегодным. Сегодня 1 июня у нас День защиты детей. Мы сегодня организовали Кубок трех долин. Это Намский улус, Хангаласский и город Якутск. Матчевая встреча. Сегодня будет 100 поединков, посвященных столетию образования СССР и, конечно же, ко Дню защиты детей. Премьера мультфильма «Кындыкан» состоялась сегодня в Якутске. Анимационная картина об отважной венской девочке создана при поддержке компании «Алроса» и гранта главы Якутии. Подробности далее. Над разработкой амбициозного анимационного проекта трудилась целая команда талантливых аниматоров и сценаристов. К работе привлекли даже оленеводов, чтобы полностью раскрыть самобытность культуры северных народов. Короткий метр «Кындыкан» стал дебютом не только якутских аниматоров, но и индустрии региональной мультипликации. Хотелось создать масштабный проект, тоже упрощенный, можно сказать. И у нас планируется 3 сезона еще, и они уже в разработке. Этап разработки: сначала делается раскадровка, после раскадровки делается озвучка, и после этого уже, сопоставляя с озвучкой, мы анимировали. Работа над мультфильмом проходила около полугода. Главная фишка «Кындыкан» – озвучка. Персонажи мультфильма сыграли носители венского языка, передав звучание и самобытность малочисленного народа Севера. Я озвучила бабушку, Ольга Семеновна озвучивала колдунью. Мы, конечно, как носители, поддерживаем этот проект, потому что этот проект нам поможет сохранить свой язык, свою культуру. Со слов организаторов проекта, образ героини мультфильма станет узнаваемым настолько, насколько известны персонажи западных анимаций – Моаны и Покахонтас. По крайней мере, завоевать якутского юного зрителя Кындыкан точно сможет. Премьера прошла на ура. В целом дети больше доверяют мультфильмам и тому, что видят в телевизоре, условно, тому, что видят в интернете. И это все равно закладывает культурные какие-то понятия в голове. Поэтому все-таки дети – это основа, как целевая аудитория, для того, чтобы все-таки культура наша жила и процветала. Показ короткого метра будет идти весь июнь перед показом фильмов детского контента в кинотеатрах «Лена» и «Центральной» в Якутске. В дальнейшем запланировано продолжение захватывающей истории в формате сериала. Начало положено, а история отважной девочки Кындыкан уже на устах жителей республики. Таковы сегодня результаты плодотворного сотрудничества агентства «Кындыкан» и компании «Алроса». Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. И последняя известная работа Айвазовского, Репина, Тропинина представлены в Национальном художественном музее республики. Сегодня торжественно открыли масштабный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи». Всего Третьяковка привезла более 50 живописных и скульптурных произведений из своих фондов. Многие из них впервые были сняты из постоянной экспозиции. Подробнее в материале Светланы Амосовой. Под звуки хомуса и невероятной актерской игры начинает свою работу уникальная выставка из Третьяковской галереи. По словам главы региона Айсена Николаева, это одна из самых выдающихся экспозиций, которые когда-либо проходили на территории республики. Думали, с чего начинать выставку? Человек приходит, Москва – столица нашей Родины. Сзади вас известная картина Алексеева, городской пейзаж столицы. 3-й раз за 100 лет Третьяковская галерея привозит свои сокровища в Якутск. Данный проект в Национальном художественном музее – это единственный случай, когда треть выставки составляют произведения, снятые из постоянной коллекции. В экспозиции «Сокровища Третьяковской галереи» более 50 живописных и скульптурных произведений 19-20 века. Среди них представлены картины, уже ставшие хрестоматийными и известные широкому кругу зрителей. Например, «Бурное море» Ивана Айвазовского.
Масштабный проект приурочен празднованию столетия образования ЯССР. К ней сотрудники Национального музея Третьяковки готовились на протяжении года. От систем контроля климата, освещения до сигнализаций. Здесь используются последние современные технологии. Теперь этот зал может принимать выставки из любого музея страны и мира. Мы планировали и готовились к этой выставке очень долго и ставили перед собой задачу вот так метафорически всех нас, якутян, поместить в Третьяковскую галерею. Вот мы как заходим в экспозиционный зал, мы попадаем в этот портал, волшебный портал, который ведет нас прямо к Третьяковской галерее. Всего оборудовано 3 тематических зала. От золотого века русского искусства до послереволюционной эпохи 20 века. Я думаю, что все, кто посетят эту замечательную выставку, каждый найдет для себя какую-то любимую, неповторимую картину, откроет для себя нового художника. Эмоции только положительные. Очень здорово, что всемирно известная галерея, такая как Третьяковка, приезжает в наш город, переводит свои лучшие работы, те произведения великих русских мастеров, о которых все знают с детства. Цвета залов были специально подобраны, как в самой Третьяковской галерее. Темно-зеленый, брусничный и синий. Будем думать о дальнейшем взаимодействии по обмену выставками. Может быть, мы через пару лет привезем еще одну выставку в Якутск, выставку, которая будет показывать иную художественную традицию, и будем думать о возможностях показа лучшего, что есть в искусстве Якутии у нас в Третьяковской галерее. Для посещения выставка будет доступна со 2 по 17 июня в Национальном художественном музее республики по адресу Кирова, 9. Подробнее о стоимости билетов можно узнать на сайте музея. Светлана Амосова, Григорий Николаев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.